So as we have been studying in the Mahayana Sutra Alamkara, Мы изучаем с вами Махаяна Сутру Аламкару. that these teachings are very realistic Эти учения teachings, соответствуют реальной действительности, and they will be extremely helpful in и они one's будут life. весьма и весьма полезны для Whether вашей you жизни. become a Buddhist or not is Будете ли a вы становиться personal буддистом issue. или нет, это вопрос Whether you личного aspire выбора to каждого achieve nirvana человека. or enlightenment Хотите is ли also вы another issue. достичь But нирваны these или teachings are полного relevant in our просветления, day-to-day это опять life. же ваше собственное дело. For Но в example, любом right случае now эти we are учения имеют прямое talking on the topic отношение of taking refuge, к нашей жизни. and Потому что where I have сегодня, например, мы clearly обсуждаем mentioned с that вами тему принятия as an прибежища. И individual как we я cannot коротко solve говорил all вам our выше, problems. мы, отдельные люди, не We do способны get constant решить все свои threats in our проблемы, life. потому что Be постоянно sickness, какие-то be угрозы aging, проявляются в нашей жизни. death, Это может быть separation from болезнь, your старость, friends and relatives. смерть, расставание с No. нашими близкими, с нашими So many родственниками. problems are bound to come. Такое огромное количество проблем Maybe it's a так или pandemic, иначе maybe it's a возникает в war, нашей жизни. Это может whatever, быть things are пандемия, bound to come. это может быть So война. during such Такого рода tragedies, вещи, if конечно, you are возникают. somebody Если, who right from the когда beginning разворачивается has трагедия, this вы understanding такой and человек, у которого acceptability есть that in life many понимание, different things come, и вы принимаете тот факт, and что в жизни accordingly, может if you проявиться все, что remain угодно, prepared, и если, соответственно, вы then it будете will really help you. подготовлены, то такая Of course, I'm not подготовка вам, saying that конечно, you as поможет. Я, an конечно, one не individual говорю, can что immediately transform один the человек world. That может is not сразу же possible. But трансформировать, at изменить least we мир. Нет, should, это as невозможно. Но по individuals, меньшей мере мы, number one, make a plan отдельные люди, as much можем as possible to сформировать others, план so that we do not have to face many of these так, чтобы man-made problems that we see in постараться the world, избегать тех проблем, be которые it создаются pandemic is человеком, related будь то to human пандемия. misadventure, Ведь be it пандемия war, тоже of course, связана it's с related to неправильным human beings. поведением человека. So we all Или have the война, это тоже связано с responsibility тем, что делает to человек. ensure that У нас the есть world we live ответственность за in то, is чтобы peaceful, the постараться community we live in способствовать is тому, чтобы peaceful, мир, в котором мы and живем, был мирным, especially сообщество, в that котором мы the живем, было innocent мирным, children do not have to и suffer. особенно, чтобы Okay? So that's our беззащитные дети не responsibility if we are страдали. good Это parents наша с вами or good обязанность. Если мы elders, с вами then хорошие it's our родители, responsibility хорошие to старшие not люди, only это think about наша oneself, but also think ответственность about думать не the только о себе, innocent, но думать также younger о coming generation, беззащитных, о that молодом they have the поколении, right to be которые только happy, приходят в эту peaceful. жизнь. And Они sometimes имеют because право of на our спокойную, egoistic мирную attitude, жизнь. Иногда из-за because нашего of our эгоизма, misadventure, из-за we того, are что not мы able to неправильно benefit the masses. поступаем, We may мы only не end можем up doing принести пользу self-serving activities. многим людям. So Единственное, что therefore, мы делаем, мы пытаемся wherever we are, we удовлетворить have a собственные нужды. responsibility Но где бы мы ни to находились, кем бы мы ни play были, a role so that we are мы able to обязаны contribute играть to the такую well-being, роль, harmony and happiness of чтобы others своим as much as поведением мы possible. We don't have способствовали to rest счастью и on the decision благополучию of других существ всеми a силами. powerful leader or things like that. И In нам не our own нужно level, ждать, we пока can create that могущественные лидеры atmosphere за of нас это peace, harmony, сделают. Мы на friendship своем as уровне much as можем possible создавать in our атмосферу lives. дружбы So on и practical миролюбия, level, these насколько are это возможно. relevant, Так these что are на medical. практическом уровне эти But at the end of учения the day, актуальны и unless you have необходимы, a method of потому что в solving конечном итоге, problems если у нас в руках не by будет метода correcting your own для решения attitude, проблем, и then этим методом будет the harmony and корректировка peace собственного will not поведения, just то come like тогда that from external situations. гармония, согласие, So мир how much никогда не difficulty will be придут, there, how much problem will ведь be there, они it's not опираются не на just внешние external факторы. condition, but it's Все эти also проблемы — это, конечно, dependent upon внешние one's own mental perspective. условия, с одной стороны, но с So другой Buddhist teachings стороны, primarily многое portray зависит от a нашей positive mental перспективы. outlook, positive mental outlook. Наши учения, Outlook буддийские or учения, perspective. они и I think призывают it's нас к very тому, чтобы мы at the end of the выработали day, положительный взгляд на whether you вещи. like it or not, Потому что one в has to конечном look out итоге, for нравится oneself. нам One это should или have the нет, capacity нам to всегда make the better and приходится contribute to the заботиться о себе society or the world самостоятельно. we live in. И Right? поэтому нам So нужно please, приложить if you усилия для can того, чтобы recommend наше общество, где мы whoever живем, было comes into лучше. contact with me, I will Мы as должны much as постараться possible try так to настроиться. Кто бы ни вступил со мной в contribute towards контакт, their well-being, я буду всеми peace, силами and стараться so forth. And способствовать that is их миру, possible. их That is something that we благополучию. can do. И это So that's возможно, what это то, что нам по силам, и okay, это so важно. there is no point to get Поэтому нет like необходимости dejected or lose сейчас hope. падать духом, As I терять said, probably надежду. we may not be able to Как я change уже говорил everything, вам выше, конечно, but нам we не can по change силам ourselves. все We can изменить, но change себя мы изменить можем. contribute towards the surrounding in which we are living. И если мы будем менять себя, то это повлияет на то If we lose общество, в hope, котором мы живем. А condemn each если other мы and do nothing, потеряем надежду, если мы будем well, только делать, что then жаловаться и everybody will сидеть suffer. сложа руки, тогда Okay? все будут So even in страдать. the most difficult situation, Даже в самых трудных by ситуациях instilling hope, harmony and happiness, способствовать we can надежде encourage each other and make others happy also.
энтузиазму. Это помощь, которую мы можем оказать другим. Что касается teaching on this topic of taking refuge, учению we по are принятию reading now verse прибежища, number 7, мы where, сейчас accepting, taking refuge is now again читаем explained with 29-ю трофу the example of 3 главы. reliable minister. Because like a great minister, because Здесь like a Бодхисаттва great уподобляется minister will главному engage in министру. transcendence, because we'll forever see the teaching harmonious. Бодхисаттва подобен главному министру, так как практикует парамиты, постоянно смотрит, чтобы усиливались благоприятные для великого пробуждения факторы, всегда тщательно охраняет знание 3 таинств и постоянно непрерывно совершает благое для многих существ. Я перевел для себя этот текст буквально, но смысл этого текста следующий. Здесь Бодхисаттва уподобляется главному министру. Ведь если у царя хороший главный министр, ему не о чем беспокоиться, пусть даже министр проходит мимо его цариц, не о чем беспокоиться, потому что министр никогда не сделает ничего дурного. То есть это такой министр, которому можно доверять, так как практикует парамиты, постоянно смотрит, постоянно смотрит, чтобы усиливались благоприятные для великого пробуждения факторы. То есть этот министр надежный. Если министр надежный, то царь может допускать своего министра к своим царицам, а также в свои сокровищницы, где хранится золото, серебро. И не нужно будет беспокоиться, что этот министр что-то заберет, потому что этот министр надежный. А если министр ненадежный, как можно пустить такого министра в своих сокровищницы? Кроме того, с таким министром можно делиться секретами. А ведь секреты расскажешь не каждому. Подобным образом, с таким министром можно поделиться своим имуществом, своими богатствами. Так вот, подобен такому министру Бодхисаттва на 10 уровне. Подобно такому министру, он практикует 10 парамид. Здесь говорится о парамидах, имеется в виду 10 парамид. Имеются в виду практики 10 парамид. Подобно надежному министру, Бодхисаттва также будет совершать практики 37 факторов, ведущих к пробуждению. По сути, в тексте говорится, чтобы усиливались благоприятные для великого пробуждения факторы, имеется в виду 37 факторов, как это описывается в сутрах. То есть Бодхисаттва будет рассматривать 37 факторов, ведущих к пробуждению, он будет понимать значение этого учения, никогда не будет забывать о смысле этого учения. Подобным образом, подобно главному министру, которому можно доверить свои тайны, Бодхисаттва на 10 уровне всегда тщательно охраняет знание 3 таинств. То есть тайны речи, тело речи и ума. И он также будет непрерывно совершать благое для многих существ, то есть он будет наделять их благом как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах. И так он будет поступать на протяжении многих жизней, не прерываясь. В этом смысле Бодхисаттву 10 уровня можно сравнить с главным министром, потому что он всегда охраняет знание 3 таинств. Что значит, он совершает благое для многих существ? У нас есть благо в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Следующая строфа. В ней говорится об особых свершениях Бодхисаттвы. Он обретает огромное количество заслуг.
То есть в том, что касается его духовных свершений, такой бодхисаттва будет проявлять большой интерес к учению Махаяны и в конечном итоге сможет собрать огромное количество заслуг. Это совершенно ясно, что для него собрание огромного количества заслуг достижимо. Он превосходит всех простых существ трех сфер. В переводе Гешела здесь говорится, что он превзойдет любого ламу. Вообще, что такое слово лама? Люди, которые не знают правильного значения слова лама, думают, что все монахи ламы. На самом деле, в тибетском сообществе ламами мы называем только лам-перерожденцев, а также старших учителей, которые обладают соответствующими качествами. Кто такой лама? Лама – это тот, кто превосходит других своими качествами. Тоже такой лама, который превосходит своими качествами других. Это тот, кто заботится о других больше, чем о себе, и кто заботится о следующих жизнях больше, чем о нынешнем рождении. Когда так смотришь под таким углом, то понимаешь, что настоящего ламу не так-то уж легко найти. Поэтому здесь применяем ли мы индийское слово «гуру» или тибетское слово «лама». В любом случае, речь идет о человеке, который превосходит других. Гуру означает, что это человек, который превосходит других своими знаниями. Слово «гуру» переводится дословно. Это тот человек, который помогает нам избавляться от неведения. Потому что гуру – это неведение, а ру – это избавление. Превосходит всех простых существ трех сфер в русском переводе, испытывает в сансаре счастье богов и людей. Бодхисаттва, когда он достигает пути накопления, пути подготовки, тогда намеренно он сможет взрастить все, что он хочет взрастить. И, следовательно, он сможет обрести счастье внутри сансары. Если говорить о нас, мы много чего желаем, но мы мало чего достигаем. Если же говорить о таких бодхисаттвах, то когда у них возникает определенный настрой, то они способны достигать своих целей. И в конечном итоге, когда такой бодхисаттва достигает первой духовной земли из 10, он способен видеть равностность себя и других. Он достигает такого духовного свершения, и в силу этого будут усмирены великие скопища своих и чужих страданий. То есть он достигает первой духовной земли или первого духовного уровня. Он видит, что он и другие существа равны. В силу такого постижения он унимает великое скопище своих и чужих страданий. Это очень важное утверждение, потому что оно говорит нам о том, что бодхисаттва способен видеть равностность себя и других. Мы с вами не способны видеть равностность себя и других, потому что всегда на первый план, на первое место выходим мы сами. Порой мы о других вообще не способны думать. И в этом проблема. Это проблема, которую мы замечаем повсюду. И я это говорю не только сейчас, но всегда. И вообще об этом сказано не только в буддизме. Можно обратиться к научным знаниям. There was no proper scientific explanation with that, but simply according to some mythology and some. Например, в какой-то момент было такое ощущение, что все обращается вокруг Земли, все звезды, все планеты. Люди так говорили, что Земля – это центр, не имея никаких тому подтверждений. Почему? Почему люди так говорили? Потому что мы, люди, живем на Земле. Это самое важное, а все остальные должны быть нашими планетами-спутниками. Все должно обращаться вокруг Земли. Но в конечном итоге выяснилось, что вовсе что существуют галактики, а что все не обращается вокруг Земли. Видите, это ясно показывает нам, насколько губителен эгоцентризм. Мы можем дальше продумать.
эту идею. Все страны думают, что наша страна права, а другая страна не права. Вот это то, что мы сейчас наблюдаем. Россия будет говорить, что она права, остальные не правы, НАТО не право, НАТО будет говорить, что Россия не права и так далее. И в конечном итоге что произойдет? Постоянно будет сужение представлений. Это очень важно понять. Например, в хороший, добрый, счастливый день мы можем рассуждать о мире на Земле. И будет такое ощущение, что мы действительно заботимся о мире на Земле. Но когда возникают проблемы, люди перестают говорить о мире на Земле, но говорят только о своей стране. А если внутри одной страны есть проблемы между штатами или областями, или республиками, то тогда вы будете говорить только о своей республике, о своей области. А если внутри республики проблема, то вы тогда разделите республику на небольшие регионы и будете ассоциировать себя с какой-то маленькой областью. Потом, если возникают проблемы между семьями, между соседами, то вы будете оборонять свою собственную семью, говоря, что ваша семья права, а все остальные глупцы, все остальные ошибаются. А в семье обычно мы, конечно, говорим, я так люблю своего отца, свою мать, своего брата, свою сестру, но когда между родственниками возникают какие-то трудности и конфликты, то мы легко говорим, что «мама, ты не права, я прав». То есть в конечном итоге мы отстаиваем только свое право на правоту. Но если мы практикующие, если мы практикуем духовность, и если мы человек, для которого согласие, гармония важны, очень крайне необходимо думать больше о других, меньше о себе. И когда вы так думаете, вы не приносите ничего в жертву. Потому что если вы думаете только о себе, вы лишь сужаете свою перспективу. Я говорила об этом неоднократно. И очень важно это осознать. Потому что сама концепция «я», «мне», «моё», о которой мы так много думаем, не имеет под собой прочной основы. И «я», о котором мы так высоко отзываемся, по сути, всего-навсего обозначение. И когда вас просят показать, где же находится это «я», продемонстрировать его, вы не способны это сделать. Очень многие люди, умные, разумные существа, принадлежащие к разным философским традициям по всему миру, пытались найти это «я», но они не могли это сделать. Все, что можно увидеть, это физическое тело. А когда у нас есть физическое тело, мы начинаем рассуждать о сознании, об уме, потому что у нас есть переживания, есть чувства. Но «я», оно не... Но сознание – это то, что невозможно увидеть. Но, по крайней мере, мы говорим об этих двух факторах – о теле и сознании. А вот «я» – это то, что постоянно ускользает. Почему у нас такое цепляние? Такое цепляние за так называемое «я», которое вечно ускользает от нас. Почему мы испытываем такое цепляние и так одержимы этим «я»? Если хорошенько подумать на эту тему, то на самом деле нет никакого смысла быть столь одержимым своим «я». Это, конечно, не означает, что мы не должны заботиться о себе. Нет, о себе мы должны заботиться. Но без этого жесткого цепляния, без этой безудержной одержимости. Это очень важно. Поэтому, мне кажется, эти строки, по крайней мере, для меня имеют большое значение. Okay. Да? Читаем строфу 30 главы 3. И затем, когда вы достигаете восьмого духовного уровня из 10 духовных уровней или земель Бодхисаттвы, you develop this realization of forbearance with the non-production of all phenomena.
Вы обретаете стойкость, spontaneously develop the primordial wisdom of non-conceptuality. можете спонтанно реализовать way that you are able изначальную to мудрость actualize that отсутствия концептуального supreme деления. bliss, И таким образом вы можете осуществить, добиться высшего блаженства, that is the meaning. блаженства высшего ума. Okay? В этом смысл. The great heaps of suffering will be dissipated. Здесь говорится, and унимает it expands, великое скопище and своих и next чужих страданий, actualize the happiness и of the его supreme ум mind. пребывает в высшем блаженстве. Reach the eighth Или, как spiritual ground, гласит then перевод we develop Гешела, this non-conceptual блаженстве высшего primordial ума. wisdom, То есть мы and, обретаем не of course, that концептуальную also изначальную effortlessly, мудрость. spontaneously, Это and therefore происходит you are без able to усилий, это actualize происходит that supreme спонтанно, mind. и мы можем And when you проявить этот finally высший get ум. enlightened, become Когда в Buddha, конечном итоге вы достигаете пробуждения, then когда вы становитесь you become the Буддой, source of many teachings. вы становитесь источником множества Source of разных many teachings учений, means whether it's sutra or tantra or будь то vinaya, whatever, вина, the source is, сутры, of course, the Buddha, тантры. right? Источник всех этих Because учений, he конечно knows, же, he Будда, knows everything now. потому что So Будда he is обладает really знанием the source of всего. all the teachings. Он действительно представляет собой источник всех Will become the учений. source of many teachings, will become the best and the То есть supreme, на этих and уровнях will мы become становимся permanent body and possess immeasurable virtues. That means источником not only all всевозможных these дхарм, teachings come from you, and because of perfection of all these teachings, эти учения that будут you происходить не also только от perfect нас, но in мы terms of становимся eliminating совершенным в том смысле, anything что that is to мы be eliminated, realizing everything способны that is to устранить be все, что realized, необходимо realized, устранить, и осуществить and то, что необходимо осуществить. and the ordinary psychophysical aggregate does not exist И anymore, наши обычные and психотические therefore совокупности this body в now этот is момент called уже permanent body. не существует, и Okay? поэтому мы обретаем то, что здесь в тексте называется That is the вечное meaning. тело. Supreme end will become permanent body. And В конце possess концов, immeasurable Бодхисаттва virtues. обретает совершенное вечное тело, Immeasurable множество virtues дхарм, means совокупность всего then благого, powers, и избавляется от carelessnesses, потенций, and host of other virtues обретаются will be 10 сил possessed at that level. и многое другое, что And обретается на will этом уровне. eliminate imprints and И will мы также actualize the state of избавляемся от liberation, отпечатков, coexistence, and peace. So that или, как dharmakaya, здесь в тексте говорится, that избавляется dharmakaya, of от course, is потенции, free from омрачений и помех the two к знанию. obscurations То есть with мы the обретаем imprints. That is the дхармакая, meaning. Will eliminate imprints means мы избавляемся will от eliminate the two всех obscurations with the imprints. потенций, то And есть because one омрачений has и removed помех both the obscurations, знанию. you are Мы of course избавляемся liberated from samsara. от отпечатков этих Therefore, you потенций, have actualized мы the state of освобождаемся от liberation from сансары existence means from samsara, и because you remove достигаем the two полного obscurations. освобождения от сансары, потому что And мы at the same time, взращиваем, your sublime потому что activity мы will избавляемся от effortlessly flow and омрачений и continue. помех к знанию, So то есть therefore, двух you are завес. also liberated from the solitary peace. Мы So if we избавляемся follow от the обусловленного Mahayana, then существования, that's а the state также called от покоя, то есть от одиночной нирваны. И наша нирвана, которую мы обретаем, называется не пребывающая нирвана. Мы не пребываем ни в крайности обусловленного существования в сансаре, ни в крайности покоя одиночной нирваны. Следующая строфа 31. В этой строфе 31 рассказывается о превосходных качествах Бодхисаттвы. Разумный здесь понимается разумный Бодхисаттва. Разумный Бодхисаттва превосходит все собрание Шравак, а также Пратикабуд. Каким образом этот разумный Бодхисаттва превосходит все собрание Шравак и Пратикабуд? Своими обширными добродетелями, великими добродетелями. То есть это добродетели, которые прежде всего возникают в силу взращивания бодхичитты. Это то, что отсутствует у Шравак и Пратикабуд. И каким образом накапливаются эти обширные и великие добродетели? Здесь, в данном случае, все зависит от разных духовных уровней. От разных духовных уровней. Sarvakas by extensive virtue, great purpose, inexhaustible and constant. Разумный превосходит все собрание Шравак своими обширными, великими, безграничными, непрерывными, нескончаемыми добродетелями.
Эти when you are on the добродетели first two paths, обладают разными характеристиками. Когда вы and находитесь на then you первых двух accumulate путях, certain worldly вы virtues накапливаете определенные мирские motivated добродетели, by потому что bodhicitta, вы extensive мотивированы в этот bodhicitta, момент обширной бодхичиттой. okay, extensive bodhicitta, so that's called Вы immeasurable virtues, мотивированы okay. Then when you reach the бодхичиттой, и first поэтому такие spiritual добродетели ground, называются безграничными. Когда вы восходите then на первый духовный you are уровень, able to develop certain вы способны transcendental qualities развить в себе beyond worldly определенные qualities, запредельные качества, то есть which качества, means которые the выходят за development of пределы мирских primordial качеств. wisdom, Что which это is beyond worldly, означает? Это означает and again, as we explained earlier, we are изначальную able to мудрость, которая develop that запредельна. И как мы уже говорили с primordial вами, wisdom, which sees oneself and others as мы equal, развиваем and такую therefore you are able to мудрость, которая fulfill позволяет видеть great равность на many себя и purposes других, of и oneself значит, and мы можем others. реализовать цели как свои собственные, так и других Right? существ. The virtue will also thoroughly measure great purpose. So that is a great purpose. The great purpose, there's the meaning. Inexhaustible. То есть мы способны осуществить From великие the цели. second spiritual И ground дальше to the говорится, seventh что spiritual эти ground, добродетели непрерывны и нескончаемы. the Со bodhisattva 2 is по able 7 to духовные уровни obtain бодхисаттва способен infinite обретать qualities of perfections, бесконечные качества which is совершенства. almost like everlasting, and И therefore они he is able to практически mature the вечные. mind of many sentient beings. И значит, он может привести к зрелости умы множества живых существ. Constant, inexhaustible. Непрерывные, нескончаемые добродетели. Есть у такого бодхисаттвы. And constant unceasing quality means that bodhisattva from the second to the seventh ground Со 2 по 7 уровень continuously be able to бодхисаттва help постоянно, others непрерывно будет and помогать help them живым mature, существам, ripen their mind. будет помогать им приводить к зрелости свои Thoroughly потоки mature ума. what is immature. Поэтому здесь называются And такие during the добродетели last непрерывными и нескончаемыми. three spiritual ground, which is called the three pure spiritual levels. Then the bodhisattvas На has последних духовных уровнях untoldable virtuous бодхисаттвы qualities. Because of the power of those virtuous qualities, обретает one добродетели, is able to then gain control которые помогают ему the non-conceptuality and so forth. обрести неконцептуальное постижение. Его добродетели мирские, немирские, способствующие созреванию существ и обретшие мощь, не кончающейся даже при успокоении скандх. Когда бодхисаттва обретает такую силу, такой контроль, то он отличается от Шравака и Пратикабхут, потому что в низших школах философских мыслей говорится, что когда ты достигаешь одиночной нирваны, то твои психологические совокупности перестают существовать. И это похоже на то, как угасает масляный светильник. Здесь же говорится совсем по-другому. Здесь говорится, что духовные качества не исчезают. Поэтому эти качества безграничные. The virtue will also be thoroughly measured what is immeasured by what is beyond worldly, and what is obtained will not be lost with pacification of the body. Okay, so this is what I'm explaining. Добродетели, я объяснял здесь пункт номер 4, обретшие мощь, не кончающиеся даже при успокоении скандх. Следующая строфа 32. В ней говорится о разных качествах, которыми обладает бодхисаттва. Этим махаянским обращением к прибежищу выражается желание достичь подлинного состояния Будды. Значит, это решение полагаться на три драгоценности, по сути, возникает из сострадания и из любви. Благодаря ему бодхисаттва обретает всеведение, помогает и дарует счастье существам, не чувствует усталости, совершает трудные дела, всегда обладает достоинствами, явленными во всех колесницах для избавления от сансары. Это обращение мудрых к прибежищу, обретаемому условно или в действительности наивысшее. Это 32-я строфа. So this verse number 11 is talking about в этой строфе номер 32 the nature of the process of taking refuge in the Mahayana system. В этой строфе рассказывает о том, как мы принимаем прибежище в контексте Махаяны. У нас возникает желание
возникает желание обрести прибежище. И здесь содержится определение того, что такое прибежище. Обращение за прибежищем – это желание достичь подлинного состояния Будды. Очень важно понимать, что такое желание рождается из сострадания, потому что причина обращения за прибежищем заключается в том, что у нас есть мотивация, исполненная сострадания, любви. И в силу этого мы обретаем плод. Какой же плод мы обретаем? Отсюда, как говорится в тексте, возникает всеведение. То есть плод такой мотивации и обращения за прибежищем служит то, что мы становимся Буддой. Результатом или плодом служит всеведение, всезнание, которое соответствует состоянию Будды. А для чего это всеведение необходимо? Какая цель такого ума? Какова его функция? Функция заключается в том, чтобы оказывать помощь тем существам, которые пали духом. Следовательно, наша цель заключается в том, чтобы всегда помогать живым существам, чтобы они были счастливы на относительном уровне, на временном уровне, чтобы они не впадали в уныние и не испытывали трудностей. Конечно, очень легко рассуждать о том, что я хочу помогать всем живым существам, но когда ты берешься за такую работу, то выясняешь, что даже одному человеку помочь не так-то легко. Но важно, даже понимая это, не чувствовать усталости. Благодаря ему Бодхисаттва обретает всеведение, помогает и дарует счастье существам, не чувствует усталости, обретает долгосрочные и краткосрочные плоды. Не чувствует усталости. Это очень важный момент, потому что, что бы ты ни делал, ты не впадаешь в усталость. И как же нам не почувствовать упадок духа, не падать духом, как нам не чувствовать усталость? Как не уставать, помогая другим? Для этого необходима любящая доброта и сострадание по отношению ко всем. Если вы по-настоящему кого-то любите, особенно если вы любите без привязанности, если вы по-настоящему вот так любите другое существо, то даже, собственно говоря, и с привязанностью, если вы по-настоящему кого-то любите, то вы сможете помочь такому существу гораздо лучше. Если же вы не испытываете любви к другому существу, а вам нужно ему помочь, то не так-то легко оказать помощь такому человеку. И особенно это трудно, если вы этого человека не любите. Вам будет очень трудно оказать помощь. А ведь перед вами один и тот же человек, оказавшийся в одной и той же ситуации. Но в силу того, что он вам либо нравится, либо не нравится, либо вы его принимаете, либо вы его отталкиваете, одна и та же работа, оказание ему помощи будет либо трудна, либо легка. Если вы кого-то по-настоящему любите, по-настоящему уважаете, то вы с большим счастьем, с большой радостью будете ему помогать. Поэтому настоящая любящая доброта и сострадание – это ключ. Как поступают бодхисаттвы? Они готовы свои очи отдать другим, они готовы вырвать у себя глаз, они готовы отдать свои конечности другим существам, если в том есть необходимость. Для них это легко, потому что они больше заботятся о других, нежели о себе. И не нужно даже в качестве примера приводить бодхисаттв, которые уже развиты, которые находятся на высоких духовных ступенях. Вы можете взять в качестве примера мать. Вы, наверное, видели фотографии из Украины, как много матерей жертвуют собой ради своих детей. Эти люди, которые любят других, как они жертвуют собой, вы можете это видеть. Без любви, без сердечного тепла. Когда совершаются действия, можно видеть, как сильно от таких действий страдают люди. Поэтому настоящая любовь и сострадание, если они есть в ваших сердцах, то очень многие ваши физические болезни
а can также also be lessened. ваши физические I болезни и strongly страдания believe in that. будут ослаблены, Okay. станут слабее. Я Your целиком и physical полностью в этом problems, уверен, your что mental ваши физические problems, проблемы, ваши many ментальные of this can проблемы, be, очень if многое not из reduced перечисленного, completely, in если, many cases, если не of будет course, it полностью depends on the устранено, то, по крайней мере, strength of ослабнет. your loving kindness. Все, So конечно, far, зависит от силы вашей if your любящей loving kindness доброты. is Но strong, если ваша любящая you доброта can really сильна, completely heal yourself. то вы можете Many полностью stories. исцелить себя. И Okay. существует множество Now, even if you don't историй have на that эту fully тему. qualified loving Но kindness даже если у вас foundation, нет even if you такой develop a kind of genuine полностью loving развитой kindness любящей foundation, доброты, it's good for you, it's good for many э, others. And но у it's вас the есть most какая-то precious степень любящей доброты и thing that we сострадания, то have это in our будет world. полезно для вас Okay. самих и для других существ, и для мира в For the целом. well-being В of other конечном people, итоге for the well-being это of будет the полезно planet, для for the well-being of благополучия human beings. вашего собственного, для It's благополучия the планеты, most благополучия живых prized существ. thing that we can have. Это самая драгоценная And вещь, interesting которая thing есть в is, нашем распоряжении. И что in order интересно, to develop these inner для того, qualities, чтобы you have to взрастить в себе simply эти make внутренние little bit effort. качества, нам нужно приложить Otherwise, небольшое it's all усилие. free. You don't have to go to А market так, to buy it. You don't это have to все have доступно hundreds and бесплатно. thousands of Не, dollars. не нужно Nothing. идти на рынок и что-то там покупать, платить сотни тысяч I mean, долларов. so look at us, our situation, Посмотрите на нас, в unfortunately, our plight. какой ситуации мы And находимся. there is Посмотрите an на opportunity нашу судьбу, на to наше develop бремя. this И вот сейчас most у нас есть important эта возможность qualities развить в себе самое важное which качество, is available free. которое доступно We are бесплатно. hardly making any attempt. Мы, Whereas несмотря in на the это, field не of material предпринимаем никаких accumulation, попыток. А когда речь we are идет об ready to области work материальных day and night. накоплений, мы готовы You are трудиться ready to день и ночь. join army and Мы готовы присоединиться к bomb армии и and начинать destroy кого-то others там without hesitation. бомбить и Primarily because you уничтожать are getting a других. salary. Почему? Потому что нам I платят don't think there is зарплату. much, the main reason, I don't think anybody really enjoys going somewhere and bombing and Мне не killing кажется, others. что хочется кому-то куда-то идти, But кого-то там you are бомбить или compelled to do it убивать. because you have been Но иногда мы accepted for вынуждены salary or pension or whatever. так поступать, потому что мы подписались на эту Right? зарплату или на эту пенсию. Things like that. Right? Вот так все происходит. So, as I repeatedly say, if you want Я очень to часто live говорю, lasting peace and если вы happiness, хотите then you настоящего must мира и make an счастья, attempt to cultivate то these вы inner должны qualities. If you взять себе cultivate за these inner правило qualities, взращивания внутренних if качеств, you remain внутренних long, ценностей. then Если вы if you простите live себе эти for a long внутренние life, качества, то wonderful. If you die tomorrow also, если wonderful. вы проживете долгую If you жизнь, have это many хорошо. friends, Если вы also завтра wonderful. умрете, это хорошо. If Если you у вас have no много friends, друзей, это also хорошо. it's Если у вас wonderful. нет друзей, это тоже If прекрасно. you have lot of money, it's Если у вас много wonderful. денег, If you have no замечательно. money Если у also, вас it's нет wonderful. денег, тоже So, замечательно. so this body itself really Это becomes a тело nirvana, само a по heaven, себе становится with that нирваной, kind of attitude. становится раем, если у нас есть такой Now, внутренний if настрой. this mind itself is all the time Этот ум, hungry and complaining and он you постоянно know голодный, он investing постоянно and developing жалуется, all the negative emotions, он постоянно then not подпитывает only we свои will suffer негативные terribly in эмоции. this Если у нас life, такой but ум, то you мы не will только будем also be the source претерпевать of ужасные страдания в этой problems and жизни, difficulties но мы будем of также many, источником many трудностей и innocent people. проблем многих ни в чем не Right? повинных людей. So then, what is the use of taking such a human life? Какой тогда смысл So it is перерождаться important for us человеком? to make this Очень важно human для life нас meaningful. делать все возможное, It чтобы is our наша task in человеческая жизнь была sideline human исполнена life. смысла. В этом наша Whether you know задача many – извлечь смысл из complicated, человеческого рождения. sophisticated philosophical concepts or not, Знаете ли but вы if you сложные философские концепции или нет? practice some of this, И если в любом случае вы будете perennial, практиковать хотя бы universal human что-то из этого, values, то we вы can приобщитесь really make our life к meaningful, всеобщим genuine вселенским peace and happiness in the mind нравственным of many, ценностям, many people. и мы сможем способствовать тому, чтобы эти ценности проявились в Right? умах многих и многих живых That существ. is really, really important. Это очень и очень важно. And then the another quality that you possess is it И always еще одно possess качество, trusted qualities of all the которым мы обладаем. yanas or vehicles for renunciation. Здесь говорится, бодхисаттва That means всегда you then обладает become somebody who достоинствами, is явленными skillful во всех колесницах, то есть для избавления от сансары. То есть мы others становимся entities by искусными showing в all the принесении three пользы vehicles. другим существам. It always possesses trusted qualities of all the yanas for renunciation means if your Всегда purpose is обладает to help достоинствами, others явленными во develop that всех mind of колесницах для renunciation, избавления сансары. То есть
But because В people have нас, different mental в нас dispositions, всегда есть you will not отречение, straight away give Mahayana teachings. но в силу того, что Whichever of у the людей five разные jhanas or vehicles способности, appropriate, ментальные способности, вы даруете им skillfully учение, you will teach соответствующее those той или иной jhanas колеснице. for helping Вы them будете in преподавать учение, development содержащееся of в этих consciousness. различных колесницах, для того, чтобы помочь живым существам взрастить отречение теми или иными способами. What is obtained through gesture and suchness, this taking refuge of the intelligence. Это обращение мудрых к прибежищу, обретаемое means условно или в действительности How we enter наивысшее. this, Что это значит? path of taking Как мы refuge. вступаем на этот путь обращения за прибежищем? The process that when you are on the first two spiritual Когда вы находитесь на первых двух paths, духовных first путях, path of accumulation and первых preparation, путях, and то then есть the spiritual накопления и подготовки, teacher or master, you obtain that process of taking refuge from your spiritual master through certain gestures. вы обращаетесь за прибежищем What is obtained through gesture, there's one way of taking с помощью cultivating. определенных жестов taking вашего refuge. наставника. So that is called the grosser level of grosser process of taking refuge. Это более грубый уровень But when you взращивания utilize the first прибежища. spiritual ground, which Но you когда вы recall вступаете that на when you первый уровень enter бодхисаттвы, the first spiritual ground, you have also realized emptiness directly. как я уже говорила раньше, если вы And then восходите на первый духовный уровень, это значит, вы refuge постигли that you пустоту take is напрямую, something that you то have здесь ваше taken прибежище because меняется. of your having obtained that Ваше ultimate прибежище realization, проявляется в силу того, что вы suchness. So therefore, this is достигли called through gesture постижения and suchness. пустотности. То есть два вида This taking refuge of the intelligence is обращения simple. за прибежищем. So В this нашем taking переводе refuge это means now, обретаемое so far условно we've и explained обретаемое в six действительности. special qualities of an В intelligent переводе bodhisattva. Гешела обретаемое с помощью So жестов if и you follow this обретаемое в process of taking действительности. refuge, then Если вы this знаете becomes the обращение за supreme, the best прибежищем, знаете этот Mahayana процесс, process of taking refuge to то тогда bodhisattva. вы поймете, So что that's the way. махаянский процесс обращения за прибежищем он наилучший. Verse number 12, the last one. Следующая, последняя строфа этой главы, строфа 33. Again talking about the greatness of Здесь the снова Mahayana говорится process of о taking refuge. величии By махаянского going into the обращения за process of taking прибежищем. refuge is of Обращение great к purpose. прибежищу That means имеет великий смысл. in this process of Mahayana Почему? process of taking refuge, there is Обратившийся a great purpose. приумножает безмерное собрание достоинств, охватывает существенными помыслами, Because that распространяет one's бесподобную host of дхарму великих святых. immeasurable virtues will increase. Во-первых, такое That means прибежище in terms of приумножает time, безмерное because of your собрание достоинств. process of taking refuge, В том, что касается времени, you cannot really actually measure it in time or in terms of number. если вы but in terms попробуете of измерить just прибежище using с точки logic, зрения времени, с точки зрения you will be а, able to develop количества, immeasurable или qualities, то это immeasurable невозможно, virtues. потому что речь идет здесь о безмерном As for собрании oneself. достоинств. And for the benefit of others in terms of Это your то, что, mental attitude, это то, thinking, что касается вас самих. Вы сами develop that обретаете безмерное compassion, собрание достоинств. Что же касается других, aspiring that к others другим are вы without испытываете suffering. сострадание. Вы And искренне in terms желаете, of чтобы живые существа избавились от страданий. and the compassionate thought will pervade these sentient beings. And in terms Вы of желаете, чтобы старательные actual помыслы practice, пронизывали всех живых this существ. А что is касается, this собственно, практики, far excels from the Sarvakas and Pratika Buddhas process of то taking refuge. ваше So прибежище, therefore, махаянское прибежище, превосходит прибежище Uh, Шравака и Пратикабуд. В этом смысле and because ваше of прибежище this will help несравненное. you develop all the qualities of the Buddha and great Такое bodhisattvas. прибежище помогает вам It will обрести also все make the великие incomparable качества Будды dharma of Бодхисаттв, the great Aryas flourish. а также And what great Aryas распространяет means, бесподобную дхарму великих святых или great великих Aryas means ариев. those who have Великие арии — это achieved the path of seeing in the те, кто Mahayana взошли на путь path, видения Махаяны. and therefore you are able to develop all these qualities of Зайдя на этот путь, вы superior способны intelligence or Aryas развить в себе and все бесподобные качества великих the святых Buddhas. или ариев, it will also бесподобные make the качества incomparable Будд, dharma of the great Aryas flourish. распространяет So или that способствует completes процветанию third бесподобной chapter. дхармы великих святых. А на этом завершается 3 глава, которая Now we reach рассказывала об обращении за прибежищем. chapter 4. Теперь почитаем 4 Chapter 4 is главу. on lineage. 4 глава посвящена The first Готре, verse. духовному роду или Existence, линии supremacy, преемственности, characteristics, signs, его classifications of lineage, существование, faults, превосходство, advantages, характеристики,
признаки, виды, опасности для него, его преимущества и два примера. Все они разделяются на 4 аспекта. Это краткое объяснение того, о чем мы будем говорить, исследуя эту тему. Готра – духовный род. Существование означает, что существуют разные виды линий преемственности. Превосходство означает, что среди этих линий преемственности, почему превосходной является именно линия Махаяны. Это объясняется. Характеристики означают описание характеристик этой линии преемственности. Признаки – это символы, которые позволяют ему увидеть, что у данного человека есть линия преемственности Махаяны. Далее виды или типы этой линии преемственности. И, наконец, опасности. Какие есть препятствия для развития в себе такого духовного рода или линии преемственности. И затем преимущества того, что у вас будет такой духовный род. И это объясняется на 2 примерах. Первое. Объясняется, каким образом общие качества мы можем взрастить. И это объясняется на примере золота. И второе. Объясняются необычайные качества, которые излагаются на примере драгоценного камня. Это, так сказать, краткое изложение этой темы, которое приведено в строфе 34. Если мы хотим получить более обширное изложение, то мы должны обратиться к 9 темам, о которых мы уже говорили в начале текста. Сейчас все эти 9 тем будут объяснены одна за другой. Первое. Нужно установить для себя, что существуют разные линии преемственности. Когда мы говорим о линии преемственности, вообще это слово «готра», оно переводится по-разному. Кто-то говорит «духовный род», кто-то говорит «линия преемственности», кто-то говорит «ген». Но мы будем говорить «духовный род» или «линия преемственности». Например, если мы рассуждаем об обычной семье, есть семьи разные, семьи царей, семьи брахманов, есть разные линии преемственности, разные духовные роды. То же самое и здесь, когда мы говорим о достижении состояния Будды, мы хотим изложить, какие существуют линии преемственности. У кого-то есть линии преемственности, у кого-то нет линии преемственности, у кого-то малые линии преемственности и так далее. Поэтому в 35-й строфе говорится о том, что есть разные линии преемственности. Почему? Потому что, если мы посмотрим на живых существ, то у них очень разные ментальные способности. Они разнообразны, они сильно отличаются. Это просто удивительно, насколько отличаются эмоции. Практика разная. Физически люди отличаются, ментально люди отличаются. Такое широкое разнообразие. Различия между нами присутствуют. В этом смысл. Поскольку имеет место, как говорится в нашем переводе, разные потенциалы существ. То есть с точки зрения ментальных и прочих наклонностей существует широкое разнообразие разных существ. Далее интерес. Интерес у существ разный. Если вы посмотрите даже на обычном, обыденном уровне на разных людей, то вы увидите, что есть люди, которые ничего не слышали о Махаяне. Но у них как будто бы есть врожденное качество, которое заставляет его интересоваться Махаяной, или Винаей, или Тантрой, или йогой, или кому-то интересно гулять, кому-то интересно спать. Так что если говорить об интересах, то интересы у существ очень разные. И это признак того, что в нас пробуждаются отпечатки, которые были заложены в прошлых рождениях. Я лично встречался со множеством людей, которые только как будто бы впервые знакомились с учением Будды. Этот человек говорил: «О, это звучит знакомо, это то, о чем я думал на протяжении долгого времени».
in terms of their basic nature, it is like that. They are different Так что interests. такова базовая природа And людей, also, что у when we людей gradually разные enter the интересы. spiritual path, В and нашем then due переводе to это вера, different номер 2. cultivating И factors, далее, когда вы приступаете к практике, когда вы even if you develop, вступаете let на us say, духовный interest in путь, Mahayana teaching, может быть, у вас, например, интерес к Махаяне. some will actually practice it. Кто-то будет практиковать Maybe we Махаяну. get the same opportunity. Some will actually practice it. Когда ты предоставляешь людям will равные not practice it. возможности, один будет Okay. практиковать Махаяну, So that другой не means будет ее практиковать. Это означает, classifications of practice, differences of что practice. Some will что practice it, some will not существа practice it, по-разному practice относятся it, к even if практике. we Кто-то get the будет same практиковать, кто-то opportunity. не будет практиковать, при том, что у Then людей also in terms of разные the fruit, возможности. И далее, номер 4, there are разные three ее плоды. ultimate fruits. Существует That's why we talk about the three yanas. 3 разных конечных плода, поэтому мы And говорим different о results 3 разных here колесницах. basically means Пожинаются разные плоды, разные результаты, the three yanas. которые соответствуют 3 янам, 3 Observe, this is what we колесницам. have seen, right? So therefore, Плоды разнятся, как мы с existence of вами the уже gods must видели. be affirmed, must be established. Очевидно, что There are Годра different существует, поскольку kind of имеют место разные lineages потенциалы that существ, must вера, be практика affirmed. и разные ее плоды. Verse number 3. Следующая строфа, 36 в нашем Verse number переводе. 3. Строфа 36. Готра Бодхисаттва считается высшей по той причине, что превосходит иные готры, Verse number является 3 полной, is весьма значимой и неисчерпаемой. that the Mahayana lineage В is этой the supreme строфе lineage. доказывается, что линия преемственности Because Махаяны when you наивысшая, rely or потому depend что on this когда вы Mahayana lineage, опираетесь на эту линию and Махаяны, thereby when you develop certain virtuous и таким practices, образом начинаете then those выполнять virtuous добродетельные practices практики, will то эти become an добродетельные antidote, практики a станут counterforce to both противоборствующей those силой, которая obscurations противостоит to двум enlightenment and завесам, obscurations to afflictive emotions. завеса So therefore, клеш и it завеса к far всеведению. excels the Sarvaka and Таким Paramita образом, paths этот because of the reasons that its virtue excels. этот путь превосходит пути Шравака и Пратикабут, It is потому что именно поэтому for all, Готра it is for Бодхисаттва all or превосходит everyone. иные It готры, is for all basically means it потому что becomes это a cause практика for для всех. developing all the Эта qualities практика like the 10 powers становится and so forth. причиной для того, чтобы взрастить And of все great качества, purpose 10 сил и means так далее. it fulfills the great purpose of И oneself, говорится, not что only она oneself, весьма but for значима, others она, also. она полная и весьма значимая, потому что Fulfills она the позволяет twin purposes of oneself реализовать and others. собственные интересы и интересы других And существ. non-cessation, which we have already explained. И она Even when you неисчерпаема. Мы с вами об remove the этом уже ordinary говорили. psychophysical aggregates, Даже but если your мы qualities will not be избавляемся от exhausted обычных and психофизических will not совокупностей, cease наши and качества все non-cessation. равно продолжают Therefore, it is существовать. called Они the supreme неисчерпаемы. lineage. Именно поэтому такая готра Therefore, this или Mahayana такая is линия called supreme преемственности lineage. считается наивысшей. Okay. Next is Следующая строфа the feature definition. Characteristics of называется, lineage. этот раздел называется «Характеристики». Это готра естественная и развиваемая, представляющая собой Natural and the опору и developed. опирающегося, So there are basically существующий, two types of несуществующий lineages. и так далее. The natural lineage and developed Существует lineage. два The вида natural линий, lineage два basically вида refers готр, to естественная и your развиваемая. natural capacity Естественная to become готра Buddha. говорит о том, что у нас есть It's already заложенная there, в нас capacity to от become Buddha. природы Your способность mind, стать Буддой. devoid of inherent existence Наш itself, ум is лишен really the самобытия. natural lineage. И это и есть наша In естественная addition to готра, this естественная линия given преемственности. И плюс к этой natural lineage, if you естественной, engage in certain дарованной virtuous нам practices, then you will be able готре, to если мы еще добавим к further этому develop that, духовную empower практику, that. то мы можем That эту it готру, grows. эту So линию that is called преемственности developed далее lineage. развить, The привести developed ее к lineage comes процветанию. through Это practice, называется through study, развиваемая through готра. contemplation, Развиваемая готра including through meditation. развивается посредством Okay. размышления, медитации, The созерцания, natural and the сосредоточения. developed. These are the Так two, что у нас the есть basis and the готра dependent. естественная So и that готра natural lineage is the развиваемая. basis, and dependent on Естественное that, это you develop the основа, second отталкиваясь от этой lineage, основы, мы which is the развиваем developed вторую lineage. готру, которая называется развиваемая. And that lineage is actually called the Tathagata Garbha. И это Okay. то, что называется Тадхагата Гарбха, природа Будды.
In Sanskrit, this lineage is called Gotra. На санскрите то, что Gotra я means перевожу как линия that преемственности, from называется here you готра. can develop certain qualities Готра есть нечто and такое, что you позволяет can вам get развивать liberated. различные качества и So приводит вас that's к why it's освобождению. called the lineage. Поэтому это называется готрой или линией преемственности, или духовным родом. The natural and the developed, the basis and the dependent, existing and non-existing. Эта готра представляет собой опору и опирающегося, она существующая и несуществующая. Existing and non-existing means Что значит that существующее и natural lineage несуществующее? is there Наша as a cause, естественная готра служит причиной, but non-existence means at that а time the true несуществующее qualification is not manifested. означает, что в этот So there момент, is когда в no нас fruit есть in that sense. естественная готра, мы еще не пожинаем плоды, они еще не So проявлены, in поэтому говорится существующее и the case of the developed несуществующее. lineage, Что же it has the касается basic quality and also развиваемой quality as готры, actualization or as a fruit. So, and its meaning should be understood as liberating, as I explained the word. то meaning она of the word gotra. освобождающаяся So приведением basically, к совершенным lineage, достоинствам. gotra means Готра, по something сути, based on означает, which we что can это develop нечто certain такое, что, qualities and get отталкиваясь liberated. от чего мы можем развить So if качество you have и that, достичь then you have that. освобождения. Если у вас есть это, So in то у our вас есть ordinary готра, case есть also линия. you can see, И если рассуждать о нашей обычной жизни, мы due тоже to можем past life увидеть, что в habits, силу того, что у нас были какие-то привычки в прошлом some children, рождении, even when they're very, то very есть такие детишки, small, которые даже в самом they are юном very fond of возрасте, killing insects. Yes, and when they see им insects, нравится убивать they will насекомых. either, Они видят trample насекомых, и они it, сразу or же they're стараются not их scared. раздавить. Then Им there are others Они бесстрашно capable убивают of killing насекомых. them А just есть by другие seeing дети, insect, they will которые не cry, только не убивают, and но they и are стоит very им увидеть scared. насекомое, они начинают All плакать, these они его different habits боятся. we Видите, see все эти разнообразные depending upon привычки in what проявляются в area детях. you are habituated. Все зависит So от того, that will also tell you a к lot какой about what is области your lineage. вы себя приучили. So one Отсюда very можно good сказать, thing that какая у I нас think you готра, should какая у do нас линия преемственности. is Что нам необходимо делать? most of us Большинство из have, нас, whether we are able to practice it or not is different thing, сможем but ли мы это at least притворить most на of us практике или have нет, это другой вопрос, но большинство из нас inclination to do something good, имеют в себе наклонности right? к совершению чего-то благого. Majority of the time, I think we have this По большей inclination части, and я wish to полагаю, в do нас something есть good, такая наклонность и speak желание nicely to делать people, что-то try to хорошее, help, хорошо this and общаться с that. So другими, this should стараться be приходить на appreciated. помощь. И вот такие This наклонности should be нужно ценить. appreciated. Don't wait until you become enlightened or Поэтому не develop all ждите, these пока вы bodhisattva qualities. станете But even пробужденными, at пока у your вас very разовьются ordinary все качества level, бодхисаттвы, даже пока вы you находитесь are на having самом this wish to обычном help уровне, others, not to harm в нас others. есть These are желание very, very приносить important пользу и не qualities which we причинять already вреда. have, and Это should be очень happy важное about that. достоинство, которое есть у нас уже сейчас, и мы And должны быть from that, you should рады, see that you что у нас also есть have такие some kind of качества. positive lineage. И Meaning кроме that того, now, if you думайте make о том, further что у effort, нас есть you have the такая capacity to благая really линия become good. преемственности. Если мы начнем что-то And I've делать seen people благое, то эти способности у нас who may not разовьются. И say я that видел they are таких людей, Buddhist or they are которые не practitioners, называют but себя they are by буддистами nature или практикующими, но по amazing своей people, природе very это kind-hearted, удивительные люди, very очень cool, добросердечные, very хорошие, peaceful. You know, people like мирные. to go around them, С такими you людьми know, другие walk with хотят them, общаться, talk to они хотят them. идти с ними рядом, они хотят с ними Not only разговаривать. human beings, dogs Не also, только some люди, dogs но are и like that. собаки. You see? So Кстати, и these среди are past собак life тоже есть такие с такими habits, наклонностями, inclinations, добрыми which should наклонностями. be highly Это cherished. все наклонности, которые пришли из прошлого рождения, For и мы others должны это высоко who ценить. don't have that habit, Но есть и другие люди, ordinarily, if they have a другие habit of существа, у engaging которых нет negative таких destructive наклонностей, deeds, наоборот, им нравится then even if совершать you дурное, им нравится attend разрушать. several Buddhist classes from highly Пусть даже qualified такой teachers, человек посидит на when лекции it comes каких-то to высоких personal учителей, transformation, что it is касается an собственной uphill task. трансформации, It's для них very, это really difficult. нерешимая задача, для And них here она also, чрезвычайно I сложна. may be included. I've seen people Может who have быть, и been я studying the Buddhist включен в это число, philosophy for но many, я видел many таких years, людей, and которые годами и now годами among изучают the буддийскую group of философию. scholars, but as a person, И сейчас их считают учеными, unfortunately, их very причисляют unruly, к very, ученым-философам, full of но это attachment, люди с very необузданным умом, greedy, not с contented, огромными привязанностями. Они не могут And then you удовольствоваться can see малым. this great Когда egoism видишь based on таких one's людей, у knowledge. которых так много Yeah. эгоизма из-за того, что они что-то So там these are узнали, clear indications that то
Это всегда служит знаком того, что такой человек никогда не практиковал для того, чтобы преобразовать свой ум. На тибетском языке у нас есть такая поговорка. Мы говорим, не должен быть большой зазор между дхармой и нами самими. Это означает, что дхарма – это то, что, конечно, нужно читать. Но может случиться так, что дхарму ты читаешь, а она твоего ума не касается, а значит, не приносит тебе пользы. Поэтому говорится, что когда читаешь учения по дхарме, тексты по дхарме, должно быть так, будто бы ты видишь свое отражение в зеркале. Цель, для чего мы стараемся увидеть отражение в зеркале свое, мы хотим посмотреть, а нет ли какой-то грязи на нашем лице, каких-то пятен. И если мы видим такие пятна на своем лице, то мы их устраняем. Только ради этого мы и смотримся в зеркало. А если вы так не поступаете, то тогда какой смысл смотреться в зеркало? Значит, вы в зеркало-то посмотрели, а цель этого смотрения в зеркале не осуществили. То же самое и дхарма. Дхарма для нас – это зеркало. Когда мы говорим о продолжительности гнева, то нам объясняется не просто вообще какой-то гнев. Речь идет о вашем собственном гневе. И вы должны посмотреть, а если в нас гнев, если в нас другие негативные эмоции, если мы видим, что в нас они есть, то наша задача состоит в том, чтобы устранить гнев. То же самое, когда речь идет о сострадании, посмотрите, а если у вас сострадание, если нет, то нужно приложить усилия, сделать шаги для того, чтобы взрастить в себе такое сострадание. И если у нас нет таких положительных качеств, и если мы не избавились от негативных качеств, то значит, мы не практиковали дхарму, мы просто тексты читали. Поэтому практика дхармы, добродетельная практика, это не то же самое, что изучение математики в школе. 2 плюс 2 равняется 4. На этом вся математика. Это не имеет никакого отношения к нашей собственной трансформации. Цель же буддийских учений заключается в том, чтобы научить себя бороться с негативными эмоциями, потому что в этом и есть ключ к нашему долгосрочному миру и счастью. Что же, на этом мы сегодня остановимся в наших объяснениях. Большое спасибо, Гешела. А теперь мы можем задать вам некоторые вопросы, которые у нас накопились. И первый вопрос от Ники. This is a request to maybe summarize a little bit what you already said, because she says. Ника подводит итог тому, что вы сказали, дорогой учитель, посоветуйте. Как успокоить ум и сохранять внутреннее душевное равновесие в нынешних условиях? Как помогать близким людям сохранять спокойствие и мир в душе? Потому что сейчас мне страшно. And what should be rely on in Dharma? I would add from myself in this situation. So how Dharma добавила от себя, как в нынешней ситуации мы можем опираться на дхарму. Да не только в этой ситуации, во всех ситуациях. Хотя, конечно, практиковать не так-то легко, как говорить об этом. Но, как я уже говорил вам неоднократно, что цель дхармы заключается в том, чтобы оказать вам помощь в разных сложных ситуациях, в противостоянии сложным ситуациям. Когда вы встречаетесь со сложной ситуацией, если страх вам в этом помогает, если развитие страха в душе помогает близким и родным и вам самим, то что ж, бойтесь, но в большинстве случаев страх не помогает. Он еще больше омрачит ваш ум, ослабит вас, сделает вас уязвимым, лишит вас аппетита, лишит вас сна. То есть от страха никакой пользы. Если говорить коротко, то буддийское учение, насколько я могу это видеть, призывает нас к тому, чтобы совершать полезное. Будда всегда говорил: совершайте то, что полезно, и не совершайте того, что не полезно. Поэтому, если страх не полезен, если беспокойство не полезно для нас, зачем нам идти по этому пути? Ведь от страха и беспокойства никакой пользы. Например, если я умру, совершенно точно я умру,
Так ведь однажды такой день наступит, может, это завтра произойдет. И если я буду только при этой мысли беспокоиться снова, снова и снова, то я буду лишь приближать день своей смерти. И я буду ускорять процесс смерти. Потому что от этих беспокойств будет приходить в упадок мое здоровье, я буду терять аппетит, я буду терять сон. Так что вместо того, чтобы думать таким образом, вместо того, чтобы развивать в себе беспокойство и страх, делайте то, что приносит пользу. Как я уже говорил, даже когда у нас трудные времена, пригласите кого-то на обед, поделитесь с кем-то обедом. И я сейчас говорю, вот на границе, я вот не помню, Украины и Польши, я видел, как украинские женщины играют на гитаре. Конечно, ситуация у них трудная, но, по крайней мере, эта женщина, которая играет на гитаре, она пытается кого-то воодушевить. Люди, которые чувствуют безнадежность, им очень тяжело. И вдруг они видят какой-то знак смеха, радости. И еще я видел украинскую пару. Они поженились сейчас в это тяжелое время на бранном поле. Они решают пожениться. Что я хочу сказать вам? Какой бы трудной ни была ситуация, постарайтесь увидеть луч надежды в этой ситуации, потому что никто не отберет у вас ваш ум. Ум принадлежит только вам. Поэтому думайте о том, что вас воодушевляет, что рождает мир, умиротворение, счастье в вашей душе. Если вы будете думать только о себе, то будут одни проблемы. Если вы будете думать о других, если вы будете думать о ваших друзьях в других странах, подумайте, что есть друзья в других странах, у которых сейчас все хорошо. Мои друзья там, в этой стране, у них хотя бы сейчас все хорошо. Это нелегко. Я понимаю, что это нелегко, но нужно найти луч надежды, потому что нет другого решения, нет другого пути. Большое спасибо, Гишела. И следующий вопрос от Ирины. Гишела, скажите, пожалуйста, вы говорили, что один человек силой мысли не может поменять ситуацию, например, в городе. Однако же Маджхима Никая в Упали-сутре сказано, представь, как если бы сюда пришел некий отшельник или жрец, обладающий сверхъестественной силой, достигший владения своим умом. И он сказал бы так: «Я превращу этот город Наланда в пепел одним лишь умственным актом злобы». Такой отшельник или жрец смог бы превратить пепел в 10, 20, 30, 40 и даже 50 наланд одним единственным актом злобы. Что уж говорить об одной жалкой Наланде. Как понять такой ответ Будды? Мне кажется, что это показывает нам о том, что мы обладаем ментальными способностями, которые многое делают возможным. Но для того, чтобы обрести такую силу мысли, нужно упорно трудиться. Нужны огромные усилия. Посмотрите на ситуацию в отношениях между Тибетом и Китаем. Если говорить про тибетцев, то я скажу, что среди нас много людей, которые достигли очень высокого уровня духовной практики. Но когда вы восходите на высокий уровень духовной практики, вы не используете такое достижение для того, чтобы уничтожать других, уничтожать врагов. Это первое. Второе. Даже если вы человек, который достигли высокого духовного уровня, даже если вы стали Буддой, но Будда говорил, что сила Будды и сила кармы живых существ обладают равной силой. То есть, если нет кармической связи, невозможно ничего предпринять. Есть такая история о конфликте, который происходил где-то на бранном поле, и очень много людей пали на бранном поле. И был там один человек, который верил в Будду, доверялся Будде.
under the Buddha's begging bowl or something. And then Он he said after the battle was over, побежал к there Будде, were many dead и он, bodies. как рассказывает, And when Buddha ударился о opened чашу that Будды. begging bowl or something, that person who was hiding there is also found Простите, dead. спрятался в чаше для подаяния Будды. So- Он там so укрылся в when силу your- своей связи с when your, Буддой. Однако же, когда сражение comes to an завершилось end, и открыли эту чашу when для it's your подаяния, этот karma not человек to был come to an мертв. end, Если even карма не исчерпана, the то ты power не stops можешь you. But спрятаться what даже you в have чаше для said подаяния is Будды. just basically shows that you can achieve such a state. Однако тот пример, который вы привели, Basically talking говорит нам только о том, что можно достичь такой The силы possibilities of мысли. developing Есть great many такая qualities of mind. возможность обрести So невероятное progress, качество ума. literally read. Мне кажется, не нужно прочитывать эту цитату дословно. Thank you very much for this explanation, Geshe-la. Большое спасибо, Гешела, за это Next is, объяснение. a very short question from Roman. Короткий вопрос от He Романа. says, "Thank you very much for your teaching, Большое dear спасибо teacher. за Can you ваше please tell us учение. what is your Скажите, main пожалуйста, idam?" каков ваш основной идам? Мой основной идам, мой основной идам Авалокитешвара, Будда сострадания. Thank you. Geshe-la, I just, there is another question. Есть еще вопрос. Actually, do you think that we know that the Tibetan people Мы знаем, что has been going through very difficult тибетцы times for проходили so очень many тяжелые years. времена And, на do you протяжении think многих that, лет. you could share with us Могли бы some вы of, поделиться с нами the experiences or maybe some какими-то examples of Tibetan примерами people, в тибетском народе? like keeping their compassion, Как and, им you know, удавалось like, сохранять their сострадание, compassionate mind in this сострадательный situation, in настрой their difficult в их situation, тяжелой something to ситуации, encourage us to чтобы мы be могли like them. почерпнуть воодушевление в их примерах. Тибетцы не уникальны, тибетцы не какой-то особый народ. Да, конечно, у тибетцев есть преимущество в том, что они практикуют, но не считайте тибетцев такими уж особенными. У нас у всех равные возможности. Как вы правильно сказали, тибетцы, конечно, проходили очень тяжелые переживания, испытывали боль и смерть. Когда мы испытываем такие трудности, единственное, как мы можем себя воодушевить и сохранить здравомыслие, это если мы обратимся к своим внутренним качествам и будем их развивать. Это то, что мы открыли для себя. Может быть, я рассказывал вам прежде. Есть такие истории о тибетцах, которые находились в китайских тюрьмах. Некоторые 20 лет, некоторые 17. И это я рассказывал вам историю одного монаха из монастыря Намгьял. Когда его святейшество ушел из Тибета, он не смог уйти, и он оставался, кажется, 17 лет в Тибете. Когда, наконец, он смог уйти из Тибета, я с ним встречался, и я помогал ему пойти в больницу и так далее. Мы с ним общались. Он был такой согбенный, но он всегда улыбался. Он 17 лет провел в китайских застенках. И вот однажды его святейшество попросил его прийти. Он сидел рядом с его святейшеством, и его святейшество спросил его: вы пребывали в этих китайских лагерях 17 лет, и вы претерпели так много трудностей. Могли бы вы рассказать, какими наибольшими трудностями вы столкнулись? И он сказал: да, раз или два я действительно испытал огромные трудности. Я столкнулся с огромным риском. Его святейшество подумал, что он говорит о риске, нависшем над ним, риске, связанном с его жизнью. И он спросил его: это был риск погибнуть? Он сказал: нет, это был риск потерять сострадание к китайским мучителям. Он не так уж сильно беспокоился о своих трудностях, о своих проблемах. Он больше переживал о своих мучителях. Ведь он верил в закон кармы, закон причинно-следственной связи. Он думал: так, сегодня я страдаю в этих китайских застенках, но эти люди, которые меня безо всякой причины пытают сейчас, они будут пожинать дурные последствия своих деяний. Он медитировал о сострадании, но иногда эти пытки были такими интенсивными,
что он чувствовал, что он вот-вот может потерять сострадание к своим мучителям. Так что такой настрой помогает. И были и другие люди, которые говорили мне, что лучшая буддийская практика была, когда я был в китайских тюрьмах. Это не означает, что в китайских тюрьмах была роскошь и современные условия. Там даже еду найти было трудно, столько больших проблем. Но все равно, когда ты знаешь, как поддерживать покой ума, как придерживаться широкой перспективе, как удерживать памятование о законе причинно-следственной связи, будет возможность сохранять покой ума, сохранять такой внутренний настрой, и может произойти много хорошего. Большое спасибо, Гешела, за эти объяснения. Хотела бы сказать вам о своих собственных чувствах. Мне кажется, что сегодня, прослушав ваше учение, я понимаю для себя, что себелюбие — это действительно самое большое препятствие, самое большое. Гешла, нам вас не хочется отпускать, потому что в вашем присутствии мы чувствуем себя так хорошо. Большое вам спасибо. Но время наше сейчас подходит к концу, и, может быть, мы сейчас завершим нашу сессию молитвами посвящения заслуг. Давайте сейчас подумаем о том, что происходит в Украине и в других местах мира. Что случается не только с людьми сейчас. Ведь так много проблем, трудностей и боли испытывают другие живые существа, о которых мы не знаем, на которых мы не обращаем внимания. Сегодня очень многие страдают, очень у многих проблемы. Поэтому, как я уже говорил, это наша задача — делать все, что в наших силах для того, чтобы хотя бы немного свести к минимуму эти трудности и проблемы. Сделать так, чтобы у них на устах расцвела улыбка. Вот с таким внутренним настроем давайте сейчас посвятим заслуги по завершению учения. Когда я буду прочитывать эти строфы, думайте об этом. Пусть драгоценная Бодхичитта, там, где она не зародилась, зародится. Бодхичитта, как вы знаете, это желание оказать помощь всем страдающим живым существам. Это по-настоящему эликсир, который трансформирует железо в золото. Пусть это драгоценная Бодхичитта, там, где она не зародилась, зародится. Пусть драгоценная Бодхичитта, там, где она зародилась, никогда не придет в упадок. Пусть она процветает дальше и дальше. Пусть все наши матери, живые существа, встретятся со счастьем. Пусть они всегда будут избавлены от страданий. Да сумеем мы положить конец всем неблагим существованиям. И пусть все молитвы, пусть все устремления бодхисаттв, где бы они ни находились, будут исполнены. Спасибо вам.